Плечевой сустав – один из самых сложных суставов в нашем теле, потому что он состоит из 5 суставов, много мышц, мало связок. Это обеспечивает его высокую мобильность, высокую подвижность. Именно поэтому он часто страдает. К нам обратилась пациентка с привычным вывихом плеча. Давайте посмотрим, что мы можем сделать и как мы можем ей помочь. Помимо этого, у нашей пациентки есть боль в пояснице, мы за этот прием разберемся и с этим. Меня зовут Атякшев Александр, я врач-остеопат, специалист метода PDTR. Переходи к видео. Последние 2 года меня беспокоит поясница. После родов это главная моя проблема. Потом под левой лопаткой постоянно чешется. Также у меня, так как работа связана с конным спортом, постоянно при падениях выпадают плечи. Чаще всего левая, правая тоже бывает, но левая встает, беспокоит постоянно. То есть это привычный вывих? Да, привычный вывих плеча. Сколько раз был вывих уже? Сегодня ночью был вывих. Ну, то есть прямо часто? Вообще случайно, да. То есть меня еще беспокоит мениск левого колена. Диагностировали МРТ, и то есть, там киста мениска. Ну, там боль какие-то или боли нет? Сейчас нет, но год назад болело, да. Плечом у меня выпадает при резком, если лошадь дернула или что-то, либо я даже неудобно повернула руку, вот как ночью просто я расслабила плечо, и оно выпало. То есть мне приходится расслабить руку, чтобы оно встало на место. Понятно. А как давно-то вы вывихиваете плечо? Резкая травма была у меня где-то 1,5 года назад. Я упала с лошади, и после этого постоянно стала выпадать. А как вы упали? На плечо? В сторону. На плечо, да? Нет, наоборот. То есть лошадь выскочила из-под меня, и я плечом зацепилась за шею, и она выдернула его. Понятно. То есть вот так вот. То есть как бы вы съехали плечо? Да. Ну, до этого у меня были травмы лет 15 назад плеч, но они так потом не сказывались в дальнейшем. Хорошо. Какие были операции? У меня была ринопластика в детстве, вынужденная, и ушивание паховой грыжи. А грыжа когда? Грыжа 3 года назад. 3 года назад. А роды, получается, тоже там? 2 года назад. То есть там подготовилась и планировали. Давайте начнем с тестирования. То есть наша задача разобраться с поясницей. Ну и с плечом, если получится, да? Хорошо, вставайте. Мы начнем с нашего любимого тестирования в положении стоя. Я вас буду немножко ронять в сторону. Здесь буду фиксировать. Точка фиксации, здесь будет толчок. Хорошо? Вы сопротивляетесь. Держим. Здесь падает. В эту сторону. Ну, тоже тут падает, да? Согласны? Руку на нос сразу. Первое, что мы думаем, это нос, потому что он очень важный. Там очень много рецепторов болевых. И мы понимаем, что прям становится супер лучше. Сейчас подтвердим себе другими тестами. Ложитесь на спинку сюда головой. Протестируем, как работают ваши ножки. Держите ногу, я буду вниз давить, вы сопротивляетесь. Слабость. Держим. Слабость. Опускаем. Я эту руку тестировать не буду, чтобы тут плечо не травмировать. Держим здесь. Еще раз. Давайте я сейчас прокомментирую. Значит, смотрите. У нас у мышц есть 2 функции. Одна функция фазическая – это вот сама работа, то есть это вот изменение положения конечностей. Да? То есть вот согнули, мышца сработала, изменилась ее длина, изменилось положение руки. Вторая функция – это тоническая. Тоническая – это удержание позы. То есть мышца как бы ничего не происходит, но мышца работает. Мы тестируем именно вот эти компоненты, вот эту функцию тоническую. Вы удерживаете здесь, я надавливаю, я растягиваю мышцу, в ответ на это идет изменение тонуса. Получается такой эластичный барьер. Я как бы упираюсь во что-то такое вот эластичное. А когда вы стояли, я вас ронял, тем самым я как бы тестировал мышцы корпуса. Вы нестабильны, то есть мышца растягивается, в ответ она должна усилиться. Вот изменить этот тонус, этого не происходит, и вы как бы падаете. Сейчас, когда вы легли, ситуация поменялась. То есть мышца сначала была слабая, а теперь стала сильной. Как будто бы она нормальная. Держим. Но у нас есть проверка на нормотонус. Нормотонус – это когда нервная система захочет ее выключить, мышцу, она должна выключиться.
Это можно сделать разными способами. Первый способ. Я могу приблизить брюшко мышцы. Нервная система думает, что мышца сократилась, и она выключает ее. Держим. В вашем случае этого не происходит. Я могу сделать движение носом вверх. В этот момент нервная система начинает думать, что началось движение экстензия, то есть разгибание. И все сгибатели нужно выключить. И они как бы меняют свой тонус. Но в вашем случае, поскольку у нас травмирован, мы это не можем использовать. У нас еще есть полоски. Когда мы смотрим на полоски, в норме мышца должна стать слабой. Держим. В вашем случае этого не происходит. На крестик. У вас слабеет на крестик, а на полоске остается сильной. Это у нас называется неврологическое переключение. Это такое состояние нервной системы, когда сигналы, которые поступают с нее с болевых рецепторов, настолько сильны, что она начинает работать с ошибкой. То есть как бы она начинает путать стимулы, противостимулы, то есть она начинает сбоить, скажем так. Теперь мы посмотрим, как работает поясница. Наша же задача поясница. Держите, я буду на себя давить, вы сопротивляйтесь. Да, держим. Поясница вроде работает. Я буду на себя, вы сопротивляйтесь. Еще раз. Держит. Смотрим на полоски. Сопротивляемся. Держит. Смотрим на крестик. Сопротивляемся. Слабеет. Да, чувствуете? Слабеет. Причем я это не контролирую. Вы не можете это контролировать, это тонус, это корой не контролируется. То есть мы понимаем, что сейчас в нервной системе нехорошо. В положении стоя она слабая, в положении лежа что-то меняется. Тут, может быть, догружается плечевой сустав, может быть, он начинает двигаться сзади. Но нас это не устраивает. Нам нужно нормализовать тонус. Мы сейчас будем проверять, откуда он нормализуется. Согнуть ножку. Теперь есть такой у нас инструмент, который называется антистимул, то есть придавливание. Я могу придавить нос, или давайте вы положите сами руку на нос, вот так, и смотрите на полоски. Держим. Положите руку вот с этой стороны, чуть-чуть. Ага. Смотрим. Слабеет, да, сейчас? На крестик. Держим. Сила на полоске. Слабеет. Все. Теперь мы посмотрим то же самое со спиной. Вот так удерживайте здесь. Смотрите на полоски. Сопротивляемся. Еще раз. Нет, непонятно. Хорошо. Давайте встаем снова. Да, тестировать пока непонятно. Снова стоим. Снова я вас буду толкать. Сопротивляемся. Слабость. Да, все сходится. Немножко при положении лежа тестирования не совсем все было понятно, но мы стоя перепроверили. То есть здесь на носу имеется возбужденный болевой рецептор, который, когда мы придавливаем, мы сигнал снижаем, и меняется ответ всей системы. Да, то есть это мы используем, когда мы стукаемся чем-либо, стукнулись коленкой, нам хочется ее потереть, или там стукнуть с плечом, хочется ее погладить. Это противоболевая система. Часть противоболевой системы мы стимулируем рецепторы Пачини, это тактильные рецепторы, которые идут в одном проводящем пути вместе с болевыми рецепторами, и это позволяет снизить сигнал с болевых рецепторов. В общем, это нервная система так работает. Мы просто это используем. Теперь, возможно, вот у этой пациентки была когда-то септопластика, которая привела к тому, что у нее мышцы выключились. То есть тонус снижен, и она ищет способ компенсации. То есть вот один из способов компенсации – это уйти в некоторое такое состояние переключения. Мышцы как бы включаются, но при этом ресурс когнитивно-нервной системе тяжело. В этом состоянии переключения обычно люди плохо усваивают информацию,
ну, как-то там они путают, числа могут путать, писать как-то наоборот. Ну, то есть вот какие-то такие возникают погрешности. И, возможно, это стало причиной того, что случился вывих. Не то, чтобы он случился вывих. То есть была бы какая-то предрасположенность уже за счет того, что мышцы слабые, и вы дальше травматизировались. Ну, в общем, вот так. Ну, либо это не так. Мы сейчас посмотрим. Когда мы снизили здесь сигнал, то есть я когда постучал и сделал глубокий сухожильный рефлекс, я снизил там сигнал. И это нормализовало тонус. Вы перестали падать. Мы сейчас посмотрим ручку. Давайте посмотрим. Вот так. Держите. Сейчас тонус нормальный, да. Даже на плече на этом. То есть больно в положении вот так, и ниже она не опускается. Да, это мы сейчас отдельно посмотрим. То есть у нас есть какой-то глобальный ответ септопластик, и есть какая-то локальная история, которую нужно отдельно посмотреть. И, возможно, мы еще посмотрим на этот рубчик. Теперь давайте мы перейдем на какой-нибудь тест руки. Держим. У нас сейчас есть нормотонус, то есть мышца сильная. Когда я ее пытаюсь расслабить, она расслабляется. Все хорошо. Я снова верну дисфункцию, постучу здесь. Держим. И теперь мышца не расслабляется. Держим. Я стимулирую зубочисткой, и я стимулирую рецептор быстрой боли, который реагирует на такие вот покалывания. Мне это не помогает. Я сделаю стимуляцию другого рецептора, грубого прикосновения. Не помогает. Сделаю стимуляцию спины гипоталамического пути. Дальше я перебираю по определенным правилам то, что может нормализовать ее тонус. Глазками посмотрите сюда. И теперь прямо. И слабее, да. Мы нашли два параметра по определенным правилам, которые используются в методе PDTR, и лечение будет происходить именно с этими параметрами. Вы смотрите на переносицу вот сюда, а я здесь буду стучать. И мы делаем рефлекс. Проверяем. Держим. Сила. Смотрим на полоски. Слабость. Еще раз. Держим. Мы полечили одну историю, связанную с септопластикой, которая создала большой ответ. И мы сейчас посмотрим, как вы теперь стоите. Вставайте. Снова буду вас толкать. Вы сопротивляетесь. Держим. Сопротивляемся. Сопротивляемся. Легче стоять? Да. Сейчас мы подключим шею. Сопротивляемся. Сопротивляемся. Все, мы убрали что-то, что создает глобальный ответ. Теперь мы перейдем к плечу. Присаживайтесь. Так, давайте посмотрим амплитуды. Подвигайте плечом. Давайте так, сначала вперед поднимаем. До скольки поднимается? Без проблем. Поднимается, да. Теперь в сторону. В сторону. Нет, вот так в сторону поднимаем. В сторону. Нет, вот так, через бок. Угу. В сторону поднимается, да. Ну-ка, эту руку поднимите. Тут лучше поднимается. Там поднимается, но там не больно? Нет. Больно, когда назад немножко завожу. Хорошо, теперь сделайте руку так, как больно. То есть вот так больно. Вот так и дальше не идет. Не идет. Угу. Опускаем. Пока здесь. Тут дальше идет. Хорошо. Чтобы понять просто, где проблема. Итак, у вас было, вы упали, держались за шею лошади. Да, и дальше под собственным весом, да. У вас рука там осталась и дернулась. А вы МРТ это делали, там снимки? Плеча нет. Ходила только к травматологу. Да. Сделали снимок, что головка плеча целая. Ага, и все. И все. Да, то есть МРТ нет. Хорошо, давайте будем лечить тогда плечо. А сюда встаньте ко мне. Я просто потестирую. Лицом.
Протестирую некоторые мышцы. Буду тихонечко, ладно? Вот так держите ручку. Я буду вниз, вы сопротивляйтесь. Нормально. Посмотрим мышцу бицепс. Я буду вниз давить, вы сопротивляетесь. Еще раз. Слабость. Ну-ка, давайте здесь. Держим. Сила. Давайте здесь. Слабость, да? Угу. Чувствуете, что он не очень держит? Опускаем. Посмотрим другую мышцу. Бицепс. Короткую головку. Сильно. Теперь посмотрим трицепс. Ручку так назад, чуть-чуть локоток. Вот так держим. Я буду на себя, вы сопротивляетесь. Еще раз. Тоже тут слабость. Посмотрим коракобрахиалис. Вот так. Я буду вот туда, вы сопротивляетесь. Тоже держит. Посмотрим широчайшую. Я буду на себя, вы сопротивляетесь. Да, наоборот, мне назад. Да. Нет, вот я покажу. Я на себя, а вы как бы в карман. Руку в собственный карман держим. Тоже слабость держим. Положите руку вот сюда. Тут же было больно. Сопротивляемся. Включается. Посмотрим, теперь бицепс включится или нет. Придавлю здесь. Держу. Тоже включается. Скорее всего, здесь возбужден болевой рецептор. Там было больно, да? Прям сильно. Нормотонус. Полечим болевой рецептор. Мы сейчас полечим болевой рецептор, который возбудился в момент самотравмы. Проверим, что поменяется. Держите ручку. Хорошо. Посмотрим бицепс теперь. Держим. Хорошо. Сейчас я еще кое-что проверю. Раз, два. Держим. 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 Садимся. И сейчас пробуйте сделать руку. Что-то поменялось? Да, мне не больно. Не больно? Я могу, то есть вот она идет, и нет вот этого остановки. То есть если до этого я вела, меня психологически я боялась, что сейчас дальше поведу, я думала, выщелкнется. А сейчас нет такого, вот вообще спокойно. И за голову, вот сейчас был момент, я начала заводить за голову, думаю, что не больно. И вот прям был вот в этот момент, если дальше заведу, она выщелкнется. Все, не делайте так. Теперь мы убрали что-то, связанное с болевым рецептором. Там еще есть проблема связок, поскольку там реально связки пострадали. Мы сейчас посмотрим каждую связочку. Ложитесь на спинку. Я просто проверю каждую связку. Хорошо? Слабость. Да, когда я натягиваю тут капсулу суставную, возникает слабость. У меня есть возможность задать вопрос нервной системе, растягивая каждую связку, есть там проблема или нет. То есть, если я знаю анатомию, если я знаю, где эти связки располагаются, я могу, и у меня есть ответ. То есть, я протестировал мышцы сильные, я натянул связку, например, не знаю, паховую с этой стороны. Держим. Ничего не происходит. Связки локтя. Ничего не происходит. Связки плечевой кости тут, плечевого сустава. Слабость. Я знаю, что тут есть проблема. Одиночный стимул. Держим. Тут какие-то связки или капсулы сустава, сейчас мы определим. Наша задача со всех связок убрать сигнал. И это позволит нервной системе нормализовать работу мышц. И расположение. Снова давим. Держим. Хорошо. Теперь посмотрим другие связки. Здесь. Вниз. Натяну связки. Тоже слабость. Это по механизму травмы. То есть, поскольку был такой механизм травмы, мы как бы его немножко используем для диагностики. Натянем.
Для того, чтобы работал хорошо сустав, должны работать плечевой сустав, локтевой. Нужно проверить все суставы. Подвигайте кистью. Держим. И тут есть проблема тоже какая-то. Рубцов тут никаких нет? Ломала палец левый. Отлично. 2 года назад. Со смещением сустава. С перелом со смещением вот этого сустава. То есть вот здесь был перелом. И сросся не совсем Я смотрю, правильно. да, не это. А как сломали-то? В локоть воткнула. Вот так, да, и он был вот так. То есть мне на ПГ. Хорошо, давайте посмотрим. Сейчас мы это тоже. То есть мы пытаемся пролечить все смежные сегменты для того, чтобы ничего не выключало мышцы плечевого сустава. Держим. Хорошо, снова кистью поработали. Остановиться. Лучше запястный. Остановиться. Отлично. Локтевой. Подгружать. Ага, нормально. Остановиться. Отлично. Все. И теперь я еще посмотрю грудную клетку с этой стороны. Держим. И шейный отдел. Держим. Хорошо. Так, снова поднимаем руку вперед. Да. Ну, просто поднимите, как поднимается. Что-то поменялось? Ну, болевых ощущений нет. Болевых ощущений нет. Но их и так не было. Да, давайте в сторону. Ну, вот так в сторону, через сторону вверх. Что-то поменялось? Поднимается. Все хорошо. Все хорошо. Угу. Теперь попробуем сделать аккуратно, только чтобы не это. Ну, могу еще дальше, но боюсь. Но лучше не нужно. Да, потому что думаю, что дальше будет. То есть что-то поменялось. Да. То есть до этого прямо раз и сразу ограничение. Да. Сейчас как бы а там. тут почти могу выпрямить, то есть полностью за голову. Хорошо, мы тогда, поскольку был вывих буквально сегодня ночью, как говорить, то есть тут нужно, конечно, бы сделать МРТ, и, чтобы дальше не травмировалось. Мы сейчас что-то включили, и этого будет достаточно, но при условии, что вы опять не травмируете. То есть я думаю, что сейчас при простых движениях оно не должно вывихиваться, но при каких-то прям серьезных оно может снова вывихнуться. Поэтому тут нужно это ограничить и, может быть, сделать все-таки снимки МРТ, посмотреть, что там вообще со связками, какая ситуация. А какие еще у вас запросы? Поясница, да, ведь? Да, у меня болит поясница, причем болит она, когда я лежу на животе, в переизгибе, допустим, либо как в телефоне, да, либо на одном боку, именно на правом. Лежу, сплю даже, и бывает ночью больно. То есть я переворачиваюсь на другой бок, чтобы избавиться от этой боли. Ложитесь на живот. Давайте попробуйте сейчас сделать, чтобы было больно. Встаньте на локти там как-то. Болезненно? Вот сразу же нет, но буквально через минуту и начинает больно. Мне больно даже не то, что лежать, больно потом вставать. Ну-ка попробуйте встать. Я не могу обратно. Все, сейчас больно, да? Да. Потому что оно как будто затекает, и я не могу обратно распрямиться. А как давно у вас такое? 2 года. 2,5. После родов? На последних сроках началось, и вот после родов. Ложитесь на живот, все, полежите. Мы сейчас посмотрим, как работает ваша поясничка. Я буду ножку вниз давить, вы сопротивляетесь. Опускаем. Здесь давим. Опускаем. Все работает. После лошади становится хуже, нет? Нет. Нет. Опускаем. Я так немножко стукну, как будто на лошади скачете. Держим. Хорошо. То есть в положении лежа все нормально. Теперь сделайте, встаньте немножко да, чуть больше. Вот так. Ага. И ложитесь. Это вот этот отдел. Тут болезненно, нет? Чувствительно, так скажем. С левой стороны больше. Вот здесь, да? Ага.
Возможно, это связано с рубцом паховой грыжи. От какой стороны она? С левой. С левой. Давайте так, мы посмотрим. Так вот болезненно? Да. Положите руку на рубец. Угу. Меньше болезненно? Да. Я даже не напрягаюсь. То есть первый раз вы нажимали меня прям... Ну, я пытаюсь напрячься, а сейчас не напрягаюсь. Да, убедительно, что это связанные вещи. Угу. Переворачиваемся на живот, на спину. То есть мы переходим от спины к рубцу. Угу. Сейчас будем лечить рубец. Здесь, да? Да. А там сеточка или что? Нет, вообще Здесь? была маленькая очень, и когда уже начали оперировать, решили, что это... Просто пластику сделать. Да. Можно я посмотрю? Да, рубчик? конечно. Ну, почти не видно. Угу. Да, он прямо аккуратненький. Ножку согнуть. То есть здесь может быть что? У вас же перед беременностью это было, да? Да. За год. То есть рубец, с рубца идет сигнал, когда живот растет, сигнал увеличивается. Угу. Поэтому боль уже появилась. И теперь сигнал уже настолько высокий, что как бы, не проходит, да, условно говоря. Снова смотрим, как будет поясница. Снова я здесь понажимаю. Больно? Нет. Вот здесь немножко. Ага. Ну, стало мягче прям. Да. Оно там, там было такое напряжение. Угу. Сейчас прямо мягче. Хорошо, попробуйте снова встать на локти. Посмотреть, что такое поменяется. Психологически думаю, что сейчас будет больно. Но Не настолько больно, что прям... То есть больно? Больно, но меньше. Хорошо, больно, но меньше. Ложимся. Тогда мы продолжим. Вообще не больно. Угу. Сейчас мы что еще посмотрим. Ну, я уже прям вытянулась, хотя обычно я вот так стою, уже больно. А сейчас прям... Еще лучше. Да. Ну вот дальше-то уже, наверное, некуда. Да, все хорошо. Так, как нам понять, что прям стало лучше? Вот вы так постоите, а потом не можете встать, правильно? Да, то есть я так посижу, полежу, и потом я не могу встать. Ну, попробуйте сейчас встать. Нормально? Да, сейчас нормально. Сейчас нормально. Да. Потому что я полежала до этого на животе, если бы я так полежала Да, до, было то бы больно. было бы больно. Хорошо. Ну, то есть вас устраивает такой результат? Или еще посмотрим что-нибудь? Это гораздо лучше, чем было. Да, держим. Сейчас я еще кое-что проверю. Ну, оно стало как это функционировать. Но я все равно психологически боюсь его оттянуть Да, назад. все правильно. Пока еще дайте, я еще кое-что проверю. Держим. Отлично. Я сейчас еще связочку там одну посмотрим. Вот так сюда. Не связочку, а капсулу лопатки. Возможно, она тоже растянулась. Больно здесь? Угу. Сейчас меньше больно? Да. Угу. Хорошо. Снова тихонечко попробуйте сделать, посмотреть, как оно ощущается. Хорошо. Хорошо? Угу. Ну все, мы тогда ждем от вас обратную связь. Обязательно. Посмотрим, что как поменяется по спине и по плечу. Угу. Хорошо? Хорошо. Возможно, нужен будет еще один сеанс, возможно. Но это будет зависеть уже от результата. Угу. Может такое быть, что совсем все пройдет. Может, там что-то с плечом потребуется еще доработать. Угу. Поскольку тут травм несколько было, возможно, нужно будет к этому плечу вернуться. Хорошо? Угу. Хорошо. Все, будьте Меня здоровы. очень удивило, что с носом связаны мои травмы. Это прям для меня вообще открытие. Да, Потому что травма была почти 20 лет назад. Да, И да. вот она прям так... Но оно так бывает. Вы получили травму, что-то изменилось в теле.
и дальше вы нестабильны. Дальше вы легко можете травмироваться, там, подвернуть ногу, подвернуть это. То есть такое бывает. Но в вашем случае тут все-таки травма была такая значимая. Но у меня была пациентка, у которой после травмы носа она просто лежала в гамаке. И у нее случился вывих. Ну, то есть никакого травматического события в принципе не было. Просто случился вывих, потому что не работал уже вот этот мышечный аппарат плечевого пояса. Да, и такая незначительная травма, я даже забыла про сломанный палец. А мы нашли ее. Видели прям. Да. Все, можете. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Как мы смогли увидеть на этом видео, логика у этой пациентки следующая. Значит, в ее случае была травма в детстве, носовой перегородки, операция, после которой тонус без всех мышц снизился. Этот тонус обеспечивает стабилизацию всех регионов. Мышца, когда растягивается, в ответ должна усилиться. Это нормальный рефлекс, стретч-рефлекс или рефлекс растяжения мышцы, который защищает суставы от травматизации. Когда мы наступаем на камушек, наша нога начинает подворачиваться, мышца растягивается, срабатывает рефлекс, мышца укорачивается, сокращается, и мы не получаем травму. В случае, если тонус снижен, то мы можем получить травму на ровном месте. В ее случае на фоне гипотоничных мышц она получает травму плеча. Вывих плеча при падении с лошадью, и дальше этот вывих плеча становится привычным. Он снова и снова случается, потому что мышцы и связки не стабилизируют как нужно плечевой сустав. Метод PDTR позволяет включить мышцы вокруг плечевого сустава. Это стабилизирует этот сустав. Найти избыточные сигналы со связок, снизить их. Это позволяет мышцам оставаться стабильным при разных движениях. Но снизить сигнал с болевых рецепторов в этой области. Это позволяет снять ограничения при движении. Таким образом, мы за один сеанс нормализовали работу плечевого сустава. Конечно, в ее случае требуется дополнительное обследование и дозированная нагрузка на этот сустав, поскольку он был все-таки вывихнут. На этом суставе есть изменение связок, изменение капсулы, изменение мышц. Конечно, требуется дозированная нагрузка на этот сустав, но даже в этом случае метод PDTR достаточно эффективен. Также, что было еще интересно у этой пациентки, была боль в пояснице, которая появилась во время беременности. За год до беременности была операция по поводу паховой грыжи. Операция прошла успешно. Болевые рецепторы в рубце после операции были возбуждены, но не создавали большого ответа. После того, как ее живот увеличился, рубец нагрузился больше, сигнал возрос, появилась боль в пояснице. Дальше, после родов, сигнал остался сильным, и боль в пояснице не проходит. Вы увидели, что мы как только придавили рубец, боль в пояснице значимо снизилась, и мы лечили рубец, а не поясницу. Дальше мы проверили еще некоторые связки в поясничной области, и этого хватило для того, чтобы решить вопрос с болями в пояснице. Если тебе понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал, нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Обязательно пиши комментарии. И если у тебя есть вопросы, то тоже их пиши, я буду на них отвечать. А если ты хочешь помогать пациентам также, у нас есть в школе PDTR базовый курс, который состоит из 5 семинаров по 3 дня. За 15 дней ты станешь специалистом метода PDTR и сможешь помогать своим пациентам очень-очень эффективно. Ссылки все в описании, проходи по ссылкам и приходи учиться. Также у нас есть отличный мастер-класс, на котором мы даем тесты, простые тесты. Мы называем эти тесты функциональными. То есть мы тестируем большие пласты мышц этими функциональными тестами. Для того, чтобы использовать эти тесты, не нужно специального оборудования, не нужно много знаний по анатомии и физиологии. Нужен всего один день для того, чтобы их освоить. И поэтому эти тесты универсальны и может быть использован всеми помогающими профессиями. Ссылка в описании. Приходи учиться, возьми себе дополнительный инструмент, который поможет ответить тебе на многие-многие вопросы. А мы ждем тебя. Я тебя благодарю за просмотр видео. Надеюсь, что будешь смотреть видео еще. А с тобой был Атякшев Александр. Пока.